достар, құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер, қазір мен сіздерге өмірде қалай жүретінімді көрсетейін. Сіздерде айнаның алдына тұрып, өздеріңіздің жүрістеріңізге қарауларыңызға болады. Менің аяғымда 4-5 сантиметрлік биік өкше аяқ киім. Ал кроссовкимен жүрсем, мен бұлай жүрмеймін шындығында. Қай жерде қателік бар? Бұл сұраққа жауапты Шони Ансар ғана біледі. Бүгінгі менің қонағым YouTube'тағы арнамда Шони Ансар белгілі... Жоқ, бәрін өзі айтсын, не? Шони, қош келдің ортамызға. Шони бізде бірнеше тіл біледі, сондықтан Шони өзіне ыңғайлы тілде сөйлейді. Орысша саған ыңғайлы, е? Орысша, иә. Бірақ қазақша түсінесің? Түсінеміз. Тағы да қай тілдерде сөйлейсің? Ағылшынша. Ағылшынша. Арабша. Арабша. Түркше. Түркше. И итальянша. Итальянша. Қалай ол мен бізге құпияңды айтып берші, қалай сен қалай үйрендің олай? Сосын айтамын. Сосын айтады. Ал енді Шони, мен қандай қате жібердім? Маған қазір Шони мастер-класс көрсетеді. Я такой мини-мастер-класс проведем. Ну, сначала начнем с того, чтобы подать красивую женскую походку, нужно все-таки начинать с шага, да, с первого шага, когда ты несешь себя. То есть девушку, когда видно вот сдалека, она не, говорят же, не идет, а пишет. Ага. Это значит, что походка должна быть, она легкая. Она же женственная, она легкая. То есть она должна быть, начинаться с легкого шага. Поэтому для базы мы начнем со спины. Со спины, с головы, ну и с ножек наших. Как вы прошлись, вот пройдитесь еще раз, да? Вы уже стараетесь. Я уже стараюсь. Да. Ну, жарайды, мен стараться етпей, қалай как жүреді? ходите, да, в повседневной жизни, можете пройтись еще раз. Хорошо. Сделаю экспресс такой мастер-класс. Начнем с того, что шаг, он идет вот легкий. Наступаем, ага. Второй, вот вы себя держите, все правильно. Держим спинку, плечики развернуть. Отлично. Животик втянуть. Ага. Ну, дышать можно. И улыбаться, конечно же. Шаг вперед. Отлично. Обратите внимание, здесь руки как будто вот как робот вы идете. Ага, да. Да. Для этого, чтобы вот у нас был какой-то баланс, мы ручку слегка поднимаем правую. Левая ножка впереди, правая ручкой впереди, да. Меняем позу. Отлично. Только это идет вот более свободно, мягко, расслабленно. Все делаем на расслаблении, но при этом мы собраны. Второй шаг. Хорошо. Третий шаг. Четвертый. Не падаем. Стараемся идти просто более по одной линии. То есть в повседневной жизни мы, в принципе, не дефилируем, мы не ходим вот прям вот так, но мы будем стараться это делать, показывать более изящно, более грациозно, более женственно. Шони, негізі дұрысы қалай? Қыздар, мысалы, модель қыздар, арық, бойы ұзын қыздар, оларды енді бәрі идеал деп санайды ғой. Олар жүргенде жаңағыдай восьмерка сияқты бүйтіп, аяқтары ұзын болғаннан кейін ба солай жүреді. Ыңғайсыз емес пе? Ол дұрыс па жүрген? Ол бізге керек емес аса, да? В повседневной жизни мы же так не ходим, как на подиуме. Ну да. Да, поэтому я и разработала свой курс по походке, чтобы ходить более, скажем, по-живому, по-настоящему, да? То есть мы можем пойти вот спокойненько, но при этом очень так. Биік өкше кимеген кезде басқаша жүреді? Басқаша. Кроссовкимен жүргенде, мысалы, байқайсың ба, кішкене басқаша? Вы знаете, қалай болса солай ма? Ляля ханым, я, в принципе, за то, чтобы женщина носила каблуки. Ең бірінші қағида осы, яғни тік жүру үшін. Это первый момент, потому что на самом деле на сегодняшний день, проводя такую аналитику, женщины забыли, что такое каблуки. И сейчас вот это вот нововведение есть, да, мода, что с платьем носят кроссовки. Вот я против этого.
как бы удобно не было. Мен де қарсымын, шын айтамын. Өйткені кішкентай өкше болса да Дұрыс биік өкше айтасыз, киген иә. дұрыс. Осанкаға және де Осанка. омыртқаға дұрыс. Сосын, мы же все-таки отличаемся от мужчин. Мы же женщины. Мы должны себя нести более так женственно, красиво и грациозно. Ал енді осы туралы асықпай сұхбат барысында білетін боламыз, достар, сіздер де жайғасыңыздар және де сұхбатты тамашалаңыздар. Құрметті достар, жаңа біз Шони екеуміз дұрыс жүруді көрсеттік. Енді отырып, бір сондай ерекше атмосферада сұхбатымыз жалғастырсақ деп отырмын. Шони, рахмет. Шониді мен TikTok-тан көбірек білем. Бірақ TikTok-ты көріп жүргендер бар, Инстаграмды көретіндер бар, Ютубты көретіндер бар. Шони Ансар десе, бірден олар сенің практикаларыңды жақсы біледі. ЗОЖ, Happy Woman, осанка, жаңағы айтып отырған стройностьқа үйретем деген сияқты. Расскажи осы курстарың туралы қысқаша. Если сейчас буду рассказывать, будем до вечера сидеть. Но с чего все началось? Неден басталды бәрі? Началось все с себя. Как не зря говорят, хочешь изменить мир, начни с себя. То есть это моя собственная инициатива, измениться, захотеть стать лучшей версией себя. И вот с такой идеи все началось. Началась трансформация себя, значит, заниматься начала именно с того момента, когда, ну, вообще я с детства в спорте. В спорте я с детства Қанша занималась. жаста едің алғаш рет спортқа келгенде? С 5 лет. С 5 лет. Да, я начала заниматься Кружок. художественной гимнастикой. Далее это были танцы, это был большой теннис, это была легкая атлетика, это профессионально еще занималась единоборствами. Да. Я являюсь кандидатом в мастера спорта по каратэ-до. Бронзовый призер Ойлаған Казахстана и жоқпын. Центральной Азии. Ойлаған жоқпын. Также я являюсь фитнес-моделью. И вот фитнес — это то, чем сейчас я занимаюсь. Фитнес-модель. Модель болып, бірнеше байқауларға қатыстың, конкурстарға қатыстың. Қандай конкурстарға қатыстың, қай жерде жеңімпаз болдың? В основном по фитнесу это Кубок Казахстана, я участвовала в Кубке Казахстана, в Астане здесь он проходил. Вот, у меня был приз «Самый лучший образ», то есть фитнес-модель, он подразумевает собой, значит, там есть образ в купальниках, мы должны представляться, да, показывать себя, то есть свое тело, да, показывать, и в платье. То есть почему меня заинтересовал именно этот конкурс? Тем, что, опять же, здесь раскрывается и показывается сущность женщины, то есть женская более сущность, и мне это самой стало интересно, и я стала готовиться к этому конкурсу. Көп жағдайда байқауларға қатысатын қыздар 175 сантиметрден биік болу керек, болмаса бір белгілі бір параметрлер бар ғой. Сен қорыққан жоқсың ба? Мысалы, менің параметрім келмей қалатын шығар, өзіңде бір комплекс болып, ондай болған жоқ па? Ондай болған жоқ, өйткені, я готовилась с целью просто выступить для себя, не для того, чтобы меня как-то осудили за это или просто там как-то сказали, что вот какие-то параметры должны быть. Параметры, я считаю, человек должен создавать и задавать сам себе. И в этом и есть прелесть того, что в моей жизни я всегда иду там, где сложно. Неге? То есть, почему? Потому что мне это нравится. Там, где легко, это и так понятно. То есть все, что можно купить за деньги, это уже неинтересно. Все, что можно создать самостоятельно, что-то сотворить и воплотить в жизнь, это интересно. Поэтому и пришла на конкурс, ни грамм даже не задумывалась о таком вопросе, что мой рост какой-то будет там ниже, выше и так далее. Но у нас были категории по росту. То есть рост должен был быть от 160, от 160, кажется, до 170. Это наша категория была. Поэтому я подходила, мой рост 168 сантиметров, поэтому я подхожу. Шони, Также, иә, көп қыздарда комплекс болады. Иә, мысалы,
өзін көрсете алмай жатады, ыңғайсызданады, ұялады. Мен енді олай айтып отырған себебім, енді маған өте көп қыздар хат жазады. Сол кезде елдің алдына шыға алмаймын, қолым терлейді, уайымдаймын, фигурам онша емес, өзімді жақсы көрмеймін деген сияқты. Қателеспесем, психология жағынан да сен көмек бересің. Я берем. Ну, вы правильно говорите, каждая девушка, она... Ну, это страшно выходить в мир и заявлять о себе. Все-таки я считаю, что внешний, скажем, круг, если вот показывать, да, это круг внешний, за этот круг отвечает больше мужская половина, да, то есть мужчины заявляют о себе, показывают, завоевывают, покоряют, скажем, да, а женский круг это больше внутренний, то есть когда ты внутри в семье, у тебя есть дети, скажем, ну, тот же супруг, ты, больше женщина думает о семье. И поэтому, когда женщина пытается вот показать и заявить о себе, тем более, скажем, не на просторах Запада, да, где-то Европа, а вот в нашем государстве это сложнее дается. И есть такой момент, когда бывает критика, женщина подвергается какой-то, скажем, какому-то осуждению, да, и люди могут мешать человеку, женщине, девочке, да, проявиться, потому что многие подвергаются буллингу. И это крайне хейту, да, поэтому это очень сложно, конечно, и тут нужна смелость и храбрость. Не керек, слушай, как ты думаешь, что нужно? В первую очередь заниматься спортом. Да. Первый момент, я все-таки считаю, чтобы каждая девушка, я буду желать и пропагандировать это, чтобы не только женщина, а все люди в Казахстане, так как я сама из Казахстана, и я патриотка своей страны, я люблю свою страну, скажем, поэтому я и создала эту программу, да, свою фитнес-программу «21 день», для того, чтобы люди, она оздоровительная в первую очередь, чтобы люди задумывались о своем здоровье в первую очередь. Здоровье нации, скажем, это будущее. Да, то есть это будет прекрасно, когда будут в стране очень много вот таких здоровых, счастливых людей. Күніне қанша уақыт өзің спортпен айналысасың? 20-31 сағат. Күнде? Күнде, я. Кейде ойламайсың ба? Бітті, шаршаттым. Жоқ. Керек емес. Ондай... Бір сағат одан да ұйықтап алайын. Жоқ, таких каких-то мыслей нет, потому что я же делаю это для себя в первую очередь. Это же мое здоровье, опять же. И это моя молодость. И если вы хотите сократить период старения, скажем так, нужно все-таки думать о том, как ты питаешься, первое, и второе, занимаешься ли ты спортом. Но и самый главный момент, то, что вы говорили, да, Ляля, это то, что мысли. Все-таки психология очень важна в том плане, что все начинается с головы. Құрметті қыз-келіншектер, бізді көріп отырған қыз-келіншектердің барлығы жақсы біледі, мен де айтам. Спорт, аптасына хотя бы 3 рет залға барыңыз, жүріңіз, білмеймін, 20 мың, 10 мың қадам жүріңіздер, су ішіңіздер, дұрыс тамақтаныңыздар. Енді әркім әртүрлі ғой. Біреулер мысалы дұрыс тамақтануды, яғни ПП-ні ойлайды, бұл өте қымбат деп. Ол авокадо, лосось жеу керек деп ойлайды. Мен ойымша, ол қате пікір. Дұрыс айтасыз, я. Это ошибочное заблуждение людей думать, что правильное питание – это дорого. На самом деле, не дороже вашей жизни. То есть, на самом деле, мы должны инвестировать как раз-таки питание в себя. И это больше нужно приобретать растительные продукты, да, то есть это свежие овощи, фрукты, зелень, скажем, вот если брать там жиры, белки, углеводы, да, то КБЖУ должен входить в рацион питания, стараться, по крайней мере, это делать, исключать простые углеводы, да, и, соответственно, это будет ваше здоровье. Что не айтшы, сен не жемейсің? Мен бәрі жеймін. Шын, нан жейсің бе? Ну, нан, если честно, редко, но бывает.
Например, вчера мама готовила щелпеки, я ела. Так что... Ақырын Шонидің үйінде шелпек дайындайтынын білдік. Ну, конечно, мы же в Казахстане живем, мы должны есть национальную пищу. Ет асасыздар ма? Әрине, бешбармақ, я обожаю, да. Иә. Нан жей бересің? Иә. Қалай сонда нанды жейсің, майда жейсің? Майда жеймін. Иә, қалай салмақ қоспайсың? Қандай құпиясы бар? Қыздар қандай қате жібермеу керек? Осыған тоқталайықшы. Какие ошибки не должны допускать? Первая ошибка – это бояться того, что ты наберешь. Опять же, тут включается психология человека. Да? Если брать, сейчас вы говорите о женщинах, то женщинам я бы рекомендовала просто понимать, что ты хочешь. Это, конечно, тоже сложно, потому что ставить цель для женщины вообще в принципе сложно. Вы, наверное, со мной согласитесь. Ставить цель, добиваться ее. Мың проблема басымызда бар. Мың проблема. Миллион ба. Поэтому это очень важно для самой женщины поставить вопрос, хочу я этого на самом деле, или это что-то вот действительно нужно поработать, например, Яғни бірінші мақсат қою керек. Иә, мақсат қоя алу керек. Цель қоя беру керек. Одан кейін действовать. Жұмыс жасау керек. Обязательно. Достар, мен осы жерде Шониді TikTok арқылы танитындарға дұғай сәлем айтқым келеді. Себебі Шони шын мәнінде біздің елімізде өте танымал тиктокерша дейді. Бірақ тиктокер дей берейінші мен. Шонидің жасаған пранктары көптердің есінде. Ең әйгілі пранк, қателеспесем, сен үндінің қызы болып, солай ма? Иә. Это самый... Да, такой пранк, где он прям взлетел в массы, и не только в Казахстане, по всему миру. Это был пранк, когда я была в образе индианки, и я пранковала Анатолия из Беларуси. Застеснялась красавица. English? Не, no. Я белораша. Se quiere para. Варе-варе, армане-дере, тике, касаке, варе-варе. Вам тоже огромное здоровья. Кере-варе-варе. Варе-варе. А по-русски будем разговаривать? О, Русча понял? О! Нет. Вот, и о нем писали, статьи писали, и там, в Беларуси. Кімнің идеясы еді? Это моя идея. Қалай жасадың? Қызығын айтшы, иә. Негізі менің ойымша пранктар өте қызық өте. Да, у меня сейчас направление пранков. В начале, когда я вообще начинала ТикТок, это же развлекательная площадка. И там я сама вот придумывала вот такие образы. Я с детства такой просто человек, когда идейная очень, да, и люблю смеяться, улыбаться и вот, шутить и дарить радость тоже людям, чтобы они тоже улыбались. Я обожаю улыбки и люблю, когда люди всегда веселые, счастливые. Поэтому с детства всегда какие-то организовывала вещи, чтобы вот удивлять людей, быть на сцене. Всегда у меня вот в школе, да, допустим, сценки какие-то были. Я там была тоже, кстати, в образе и цыганки, и в разных образах. Поэтому для меня это все вот оно как-то шло с детства, скорее всего. И тут я придумала как-то образ. Это было все спонтанно. Спонтанность — это мое второе имя, импровизация — это тоже мое второе имя, поэтому так все произошло. Я переоделась в как шарфик, накинула, поставила точечку себе
на лоб и была вот в образе. Далее это мой, скажем, мои друзья вот тоже не дадут соврать, это мой уже, скажем, отдельный мой язык. Я придумала его. И иногда я бывает в образе в этом языке, мы разговариваем. Қалай ол қандай тіл? Это арабарский язык. Сказка ғой деймін, иә? Да, такой язык. И, скажем, здесь... Ол қандай? Сөйлесінші арабарский языкте. Ну, например, скажите спасибо, это арабара. Арабара? Арабара. Арабара, спасибо. Рахмет, арабара. Ол ойдан тапқан сөздерің ғой. Иә. Қалың қалай? Деукаре бараганаса. Можете просто повторить. Кез келген сөзді сол айта берсеңдер Иә, болады. айта беремін. Цельное предложение айтшы, сөйлем айтшы. О, гаймара, да басарагана кера. Арабара. И человек, который видит меня, скажем, да, вот с моей внешностью и с языком еще, на котором я говорю, он сначала не понимает, на каком я языке, в принципе, говорю. Ну, ввиду того, что образ индиянки, значит, я, наверное, индиянка. И этот пранк, он действительно собрал миллионные просмотры, свыше там миллион, да, я не помню сколько точно, и он разлетелся по всему миру. Вот его показывали, и ссылки были на WhatsApp, мне тоже перекидывали, показывали. Далее у меня пошел новый тренд, это мы начали разговаривать, ну, я придумала на английском, пранковала, то есть людей. Вот, люди пытались потом как-то вот вспоминать какую-то школьную даже программу, какие-то говорить пару слов на иностранном языке. Далее это был итальянский пранк, да, на итальянском, то есть на разных языках вот так вот мы пранковали. Это так я начинала свой ТикТок. Вот, по поводу тілге байланысты. Қалай сен сонша тілді үйрендің? Қалай үйрендің? Это все начинается с желания. Әлде сенің бір методикаң бар ма? Методика, я могу лишь дать какие-то рекомендации, чтобы люди... Ну, в принципе, да, опять же, это мое желание, чтобы в нашей стране люди, наша культура как-то росла, поднималась. И начинать с языка, я думаю, это отличная идея. Не зря же все-таки, скажем, пропаганду вот начинал первый президент, да, того, что надо говорить, ну, скажем, на 3 языках. Да, так, казахский — это государственный язык, русский — это базовый, на котором говорят, в принципе, все у нас, многие, скажем так, да, и английский — это для того, чтобы покорять мир. И, например, вот даже вот люди выезжают за границу, да, за границу. Много же людей, кто может, в принципе, позволить, да, себе выехать, но они не знают языка. То есть барьер тоже опять какой-то начинается. Поэтому, конечно, будет здорово, если люди задумаются в Казахстане о том, чтобы как-то начинать учить языки. Сенікі неден басталды? Ну, опять же, это желание... Қанша жасыңнан басталды? Қай кезде қандай тілдер? Это в школе. Мне, знаете, мне повезло с преподавателем, потому что все-таки в жизни, вот я живу в своей жизни с позиции ученика. Это значит, что я всегда хочу учиться всему новому. Я никогда не говорю, вот я знаю, я там то, я все, я понимаю, да, это я знаю где-то какие-то моменты, но мне бы хотелось еще больше научиться. Вот даже сегодня я учусь у вас много чего. Я учусь у ваших вот девочек, да, скажем, даже операторов. Как поставить, я заметил такие моменты тонкие, да, почему вот так ваш стул стоит, а мой вот так немножко. Свет как стоит и так далее. Поэтому это очень важно, когда ты учишься, познаешь, самопознанием занимаешься. И важно, конечно же, какой преподаватель с тобой. Поэтому в этом плане мне повезло с преподавателем. Она, знаете, такую фразу говорила, до сих пор я ее помню, английский язык — это ключ к успеху. То есть учи язык, именно вот английский, он тебе пригодится в жизни. И на самом деле он мне пригодился. И я участвовала вот в олимпиадах, я помню, да, то есть первые места занимала. И дальше, к сожалению, преподаватель ушел из жизни, и у нас появился новый преподаватель, но там уже английский был уже все. И интереса у меня не было, и как-то подача была какая-то другая.
қазақ, орыс, ағылшын кішкене түсінікті жағдай. Ал мынау итальян тілі, араб тілі, түрік тілі бір-біріне ұқсамайтын тілдер ғой. Үйрену тіпті қиын шығар оны. Қиын негізінде. Қанша уақытта үйрендің? Ну, по сей день, например, сейчас я изучаю вот турецкий язык. Вот это, скажем, был такой маленький секретик, который я сейчас вам первый раз раскрываю на вашем интервью. Мераба деп келесі жол солай амандасамыз, насылсың? Сіз айтасыз ғой, Шони ханым, да, всегда используете вот это. И я вот это тоже отметила, и вот говорю вам тоже, Ляля ханым деп. Мераба. Мераба деп, рас. Қазір қандай стадиядасың, яғни қандай? Это начальный базовый стадия, уровень. Қай тіл сен үшін қиындау болды үйрену? Араб, испан, итальян. Я вам так скажу, Ляля ханым, что каждый язык, он сложен по-своему. Қанша уақыт кетеді бір тілді меңгеруге саған? Я думаю, вся жизнь, потому что нужно всегда практиковаться. Если вы хотите говорить на этом языке, всегда красиво, правильно, нужно быть в среде, я думаю, да? Так как у нас среда такая более казахоязычная и русскоязычная, поэтому мы говорим только там на 2 языках максимум. Английский мне приходится говорить с моими иностранными друзьями, практиковать, и то мы сейчас как-то не так часто общаемся, и поэтому практика уже забывается. Но, конечно же, по возможности можно себе позволить поехать в страну и как-то находиться в этой среде, чтобы свой язык улучшить. Поэтому рекомендую людям скорее окружить себя, окружение создать, да, там, и включать песни, фильмы, найти друга элементарно этой национальности. Вот, например, люди у меня спрашивают, как ты вот изучила вот этот язык, да, любой. Я говорю, вот нужно найти людей из языковой среды, да, и если этот человек говорит, например, на турецком, мне проще уже будет с ним говорить и понимать. Көп сөйлесу керек негізі. Обязательно. То есть я сама человек-практик, и теория — это теория, а когда ты не переходишь от слов к действию, то, в принципе, все, смысла нет. Тиктокта көп оқырмандарың бар, тиктокта өте активнісің, рейтингті алдыңғы қатарда тұрасың. Қазір көбісі соны армандайды. Қалай қол жеткізуге болады? В первую очередь нужно работать. Опять же, я буду повторяться, наверное, несколько раз, работать над собой. Знаете, в ТикТоке на самом деле у всех есть разные цели. У людей, у стримеров, да, у самих, кто вот проводит. Есть люди, которые, скажем, зациклены только на, скажем, батлах, да, есть там такие вот, вы видели, да, в прошлый раз мы играли с вами, это когда мы с вами выходим в прямой эфир, запускается батл, и игра идет. Игра идет именно не нас с вами, мы с вами как разговариваем, а больше наших друзей. И, скажем, кто больше подарков закинет, тот и выиграл. Поэтому тут, конечно, такой спорный момент в том плане, что у меня нет цели вот именно гоняться за вот этими батлами, там, рейтингами и так далее. То есть так получается, скажем так. Так друзья хотят, чтобы, ну, мы как-то тоже были в топах. А моя задача — это больше развивать контент, развивать площадки свои, на которых я что-то даю людям, транслирую, мотивирую. То есть моя задача заключается в том, чтобы люди мотивировались идти в трансформацию, да, себя, то есть идти, значит, изучать язык, заниматься спортом, правильно питаться. Девочки должны смотреть, чтобы как-то себя преподносить по-женски, чтобы женская энергия была в них больше. Тикток өмірім деп отырсың, тиктоктан келетін ақша, пайда, былай айтайыншы, өмір сүруге жете ме? Әрине жетет, енді, мне кажется, для человека, в принципе, ему много не нужно. Енді қанша дегенге келтіріп тұрмын, шамамен, плюс-минус, қанша табуы мүмкін бір айда тиктокта? Плюс-минус, но тут зависит от, опять же, от твоей активности. То есть это может быть и, ну, грубо говоря, там от $100, и может быть и $1000, там, и $3000. То есть это все зависит от тебя, как ты будешь работать. لا تبقى معدية لا لا سلمش علي لا عيني
في عينيه لا. All my ladies, pop your backs with it. Ladies, drop with it. Как ты будешь давать контент, как ты будешь активно с людьми общаться, то есть и основная цель, как ты проводишь. тиктоктың алгоритмі кішкене түсініксіз, көп адамдар ренжіп жатады. Я, Бар ма сондай? да, бар, потому что здесь ТикТок нужно тоже изучить и нужно тоже понять. И есть такие какие-то маленькие фишки, которые нужно понимать. Потому что там, сами знаете, когда видео залетают в реки, когда не залетают, когда ТикТок сам тебя уводит в бан. То есть есть запрещенные моменты, где ты не можешь снимать что-то, но ты снимаешь, выставляешь, тебя уже, да, тебя в Ол тему қандай бан. нәрселер мысалы? Ну, разные. Например, ТикТок не любит, когда снимаешь какие-то употребления вредных привычек. Вредных Да. привычек, ага. Потом нельзя детей снимать, только вот ребенка одного, да, там маленького. Хотя есть такой контент, ну, это в нашей стране. Есть, допустим, в Америке или в других странах, где это все разрешимо. И даже, скажем, ну, понимаете, да, там в ТикТоке разный контент бывает. Где-то, скажем, более обнаженная тематика, на Западе это проходит. Бізде У өтпейді. нас нет. У нас это запрещено. Вот. Осыған дейін тикток хауста болғанын білемін. Не себептен қазір жұмыс жасамайсың? Я даже, скажем, в двух состояла, и, скажем, я больше как помогала им. Вот, я дружу и с этими ребятами, кто в Алмате, и в Астане здесь с ребятами, поэтому моя задача помочь раскрутиться и дать им какую-то идею, какую-то свою помощь. Так. Кетіп қалдың ба сонда? Ну, я и не состояла как в хаусе, да, скажем, я была их как партнер, больше сказать, вот, как, можно сказать, давала какие-то идеи тоже, ну и как лицо мое, и все-таки я и есть бренд Шони Ансар. Енді қазір өзің продюсированиемен айналысың келмей ме? У меня есть, на самом деле, такие запросы, меня просят помочь очень многие люди, как медийные даже личности, откровенно вам Мен өзім де сұрандым. сказать, Ашан да, айтайын, иә. даже вот... Жоқ, білмеген Ляля нәрсеңді білетін адамнан сұрағанда тұрған ешқандай ұят нәрсе жоқ. Дұрыс айтасыз, Үйрене енді. беру Это керек же желание быть лучше, еще как-то развиваться, становиться, скажем, интересным, да, для охваты должны быть другие. Вот, конечно, тем более с вашей внешностью, с вашей харизмой. Я всегда буду говорить это, говорила. Да, у нас Ляля Ханым очень красивая женщина, очень привлекательная, да, вот это вот ваша улыбка и ваши глаза. Это ваша фишка. Я қалдым. Мен де екінші парақша ашам ғой деймін, тез арада. Вы, вот знаете, вы такая вот открытая, улыбчивая женщина, поэтому к вам и привлекаются, вот, скажем, подобное к подобному идет, и для вас открываются двери. Шонидің барлық тиктоктағы парақшаларын төменге комментарийға қалдырамын. Сіздер де ютубта көп комментарий қалдырыңыздар. Егер де мүмкін, мен ютубтағы көрермендерге мынандай бір сыйлық жасаймын әр эфирде. Егер саған комментарийдің ішінде ұнаған, комментарийдің иесі 3-4 қыз болатын болса, сенің мастер-классыңа, тренингіне тегін қатыса ала ма? Әрине, мы можем провести это по Zoom, без проблем. Я готова помочь девочкам, и если вы скажете, как это сделать. Мен онда айта кетейін. Құрметті қыз-келіншектер, құрметті біздің оқырмандар, маңызды емес, сіз ер азаматсыз ба, келіншексіз бе, әйелсіз бе? Ең бастысы, сіз қазір сұхбаттың астына, Шонидің мастер-классына қатысқым келеді, болмаса өзіңіздің бір пікіріңізді қалдырыңыз, артынан сұхбатты жүктегеннен кейін сол комментарийдің ішінен Шони бір 2-3 адамға өзі жеке консультация, яғни мастер-классын тегін өткізіп береді. Обязательно нужно подписаться на мои страницы. Да, обязательно. Ол да обязательно. Шонидің парақшаларына жазылыңыздар. И вообще Шони екеуміз ойлап отырмыз. Ол жағын айтпаймын болды. Әйтпесе мен қазір бәрін айтып қоямын. Да, у нас есть один секретик. Мы об этом поговорим, а потом уже будем озвучивать. айтамыз. Я думаю, так лучше будет. Рахмет сіздерге тамашалағандарыңызға. Рахмет. Рахмет саған, жан.